Да, ну, еще раз здравствуйте, добрый вечер. Я очень рада, что сегодня собралось такое количество людей. Я, если честно, не ожидала, и мне это очень приятно, потому что тема, ну, такая Она еще достаточно не смотрела? нетривиальная, и она не часто звучит вот в нашем обществе, особенно в этом соединении, да, с точки зрения Да. гендерных аспектов изменения климата. И я благодарна вот Зульфие, агентству социальных технологий за вот эту площадку, потому что действительно она для нас имеет большое значение, Мгм. потому что мы сможем тогда таким образом консолидироваться и продвигать эти вопросы на разных уровнях. И, конечно, на уровне органов местного самоуправления, ильных аймаков и так далее. Ну, Мгм. Не, я понимаю, я я хотела представить, да, она еще даже собственно, не так, смотрела, вот на что у самом деле меня... это все. Ага. Я Вот, я хочу начать с получил, она того, еще не смотрела. что поговорить вообще, а Спасибо, почему я буду тема смотреть, изменения наверное, климата либо сегодня вечером, на либо повестке завтра. дня и Но достаточно тем так не менее, ярко как бы стоит, есть, да, в общих и словах хотел почему мы сказать, что хотя сегодня бы, ну, говорим все больше и доходили больше о теме вопросах, людей. связанных с Вот устойчивым она такая: развитием, "Ой, с классно, окружающей спасибо". средой. И Вот, но дело я в том, что этому да, но предшествует я думаю, что она не достаточно очень большая поняла, но по история. теме какая-то. То Вот есть она и дело говорит в том, последнее про что этот в момент. Она говорит: "Ой, Рио-де-Жанейро классно". в Ну, тогда перед девяносто этой втором заявлением там, году конечно, ну, вдруг прошел кто-нибудь большой съест, наверное, конгресс, выходите, это был спать саммит будете. Земли, который И собрал ну, это больше, почти хорошо. что 200 государств, и там встал Ну, еще вопрос по пока на поводу того, что ну флайте, вот пока еще не куда нам съездили, да. развиваться, да, что было Вы очевидно, все что пытаетесь человечество сейчас переходит к этому тоже определенные поставил? рамки, Или что? человечество Да-да, он тоже перепотребляет вроде пишет. ресурсы, и перед всеми нами вот в ближайшем будущем должны стоять достаточно серьезные вызовы. И через 20 лет после этой конференции, Хорошо. буквально в Займемся 2012 зависимостью. году, Зависимостью. происходит еще одна конференция, которая так и Я называется понимаю. «Рио плюс 20», Я занимаюсь и этим. там Я болею, появляется да, этим зависимостью. термин так называемый «зеленая экономика», да, то есть во главе Мгм, угла мгм. этой Понимаю, да, конференции хотелось. Мгм. в качестве ответа на вызовы времени вот появился такой термин «зеленая экономика», стали обсуждаться вопросы, связанные еще острее, связанные там, с изменением климата, перераспределением плотности в разных регионах мира. Вот, кстати, нужно сказать, что в 1992 году были приняты три важнейшие экологические конвенции. Да? Конвенции – это международные договора, к которым присоединяются разные страны. И вот к числу этих конвенций относилась и конвенция по изменению климата. То есть это была конвенция об изменении климата, конвенция о сохранении биоразнообразия и об опустынивании, о предотвращении опустынивания. И действительно эти аспекты, они и сегодня на повестке дня у нас очень остро стоят. И вот как раз был разговор о том, чтобы декларация этой конференции в 2012 году, она звучала так, что будущее, которое мы хотим. То есть речь шла о том, а вот в какое будущее должно перейти человечество для того, чтобы вот преодолеть те кризисы, которые на повестке дня ставят эти большие саммиты. И в числе прочего, да, кроме того, что появляется термин «зеленая экономика», кроме того, что муссируются вопросы, связанные с изменением климата, деградацией природных ресурсов, естественных экосистем и так далее, но появляются вопросы, связанные с правами и возможностями всех слоев населения, да, сохранением, соблюдением прав человека, и так далее. Да. Очень важным аспектом был вопрос, связанный с международным сотрудничеством через предоставление финансовых ресурсов, наращивание потенциала передачи технологий развивающихся стран, да, развивающимся странам, преодоление технологического разрыва между севером и югом, да, так, глобальными севером и югом, повышение уровня благосостояния, обратите внимание, женщин, детей, молодежи, инвалидов и так далее. При этом, несмотря на то, что были заявлены такие высокие вещи, да, и речь шла о создании новых, о выставлении новых целей, целей устойчивого развития, да, с которыми так или иначе, я уверена, что вы уже познакомились в рамках этого курса, да, но тем не менее было достаточно много, да что такое, участников, которые говорили, что на самом деле нам нужно поменять
достаточно глубокие вещи, на основании которых строится наше общество. Ну вот, например, были поставлены такие вопросы, что существующая система производства, она производит не только благо, но она производит риски. И этих рисков довольно много. То есть это загрязнение окружающей среды, от которого страдают в первую очередь женщины, дети, будущие поколения, которое отражается на будущих поколениях. Да? Это вопросы голоса разных групп населения, да, которые не слышны на уровне международного принятия решений, на уровне стран. И вот об этом речь шла и достаточно громко заявляли разные социальные группы. И, кстати, во многом вот эти акции, которые проводились параллельно вокруг вот этого большого саммита, они подталкивали в том числе конвенции к тому, чтобы все больше и больше обращать внимание на социальные вопросы. И в том числе, казалось бы, да, такая технологическая конвенция, техническая конвенция, как конвенция по изменению климата, вот чуть позже я скажу, почему она все-таки такая более техническая, она тоже разворачивается, старается повернуться лицом к людям, да, и учесть потребности человека, и поставить человека во главу угла, постараться интегрировать различные, ну вот опять же, женщин, да, молодежь и так далее, и голоса тех, кого не слышно. Да? То есть вот этот принцип «не оставить никого позади», он на самом деле был в том числе ответом на вот эти большие глобальные протесты и акции, которые происходили вокруг Рио плюс 20 в 2012 году. Вот. И при этом там же на конференции было выдвинуто на первый план 11 социальных лишений, да, с которыми, к сожалению, так или иначе сталкивается сегодня человечество. Ну, это как раз вопросы, связанные с нехваткой еды, воды, участия, да, и это тоже очень важный момент, да, то есть голоса, да, социальной справедливости и так далее. И вот эти 11 социальных лишений, они были представлены в виде вот такого вот круга, вот обратите внимание, внутренний круг, вот он, это социальная некоторая основа, да, то есть без чего мы не можем дальше как человечество развиваться. И внешняя основа этого, это так называемый спасательный круг, да, человечества. И вот внешний круг – это круг, связанный с некоторыми лимитами природных ресурсов, за которые мы не можем выйти. Потому что если человечество выйдет за эти ресурсы, то за эти границы, то, к сожалению, мы будем развиваться неустойчиво, и то, что мы сейчас видим, те изменения, связанные с климатом, с биоразнообразием, они будут еще больше усиливаться, и так или иначе это будет вести к разрушению самих социальных основ. И вот, собственно, там же приводились такие примеры, да, что на сегодняшний день существующие планетарные ресурсы, они достаточны для того, чтобы все население нашей планеты жило в нормальных условиях. Да, и вот просто я привожу несколько примеров, которые как раз иллюстрируют такой подход, что вот, например, да, для того, чтобы побороть голод, да, который по-прежнему сохраняется на нашей планете, и голодных у нас порядка 13% населения, представьте себе, огромная цифра, то потребуется всего лишь 1% мировых объемов продовольствия, да, всего лишь 1%. То, что касается снабжения энергией, что для обеспечения электричеством 19% населения планеты, которые сегодня не имеют доступа к электричеству, достаточно увеличить количество выбросов в атмосферу менее чем на 1%. Да? И для того, чтобы положить конец бедности, которую испытывает 21% населения, живущие на $1,25 в день, потребуется всего 0,2% от общемировых доходов. То есть на сегодняшний день кризис, он связан не только с тем, что ресурсов недостаточно, но и с тем, что ресурсы распределяются крайне неравномерно. И вот эта неравномерность, для того, чтобы как-то работать с этими вопросами, необходим голос людей,
со всего мира, необходима консолидация разных движений, социальных групп. Именно поэтому вот то, что говорила Зульфия, так важно нам объединяться социальным движением, движением по правам человека, по продвижению прав молодежи, женщин обязательно, да, и защиты экологических прав в том числе, потому что без консолидации усилий мы не сможем поменять существующую систему, которая приводит к вот таким вот негативным последствиям практически для разных групп. И вот если мы будем говорить про внешний круг, да, то есть про вот эти вот внешние ограничения, то есть опять же, институт Оксфам, он выдвинул также вот 11 параметров, да, которые крайне важны для того, чтобы наша планета оставалась, и те механизмы, которые поддерживают окружающую среду, оставались устойчивыми. Да, вот есть некие, вы видите, внутри зеленые границы, то есть мы внутри этих зеленых границ можем осуществлять ту или иную деятельность, использовать, да, и влиять на эти процессы, но выход за эти зеленые границы и дальше, он повлечет к тому, что так или иначе это приведет к кризису, да, к кризису в разных сферах нашей жизни. И вот как вы думаете, да, вы можете написать в чате, можете сказать голосом, как вы считаете, какие из этих границ на сегодняшний день перейдены уже. Я вот назову их, потому что, может быть, не все видят, да, кто-то с телефона смотрит нашу презентацию. Это изменение климата, повышение кислотности океана, деградация озонового слоя в стратосфере. Это границы биогеохимических циклов, такие как азотный и фосфатный цикл. Это связано с применением различного рода удобрений в сельском хозяйстве. Мировое потребление пресной питьевой воды, изменение режима землепользования, утрата биоразнообразия, атмосферная концентрация аэрозолей, химическое загрязнение. Вот как вы считаете, что из этого на сегодняшний день, какие проблемы являются самыми острыми и стоят на повестке дня? Вы можете включать микрофон, можете писать в чат. Да. Коллеги Улан, если будут письма в чат, вы можете мне зачитать, я потому что чата не вижу. Уважаемые участники, присоединяйтесь, пожалуйста, вы можете поднять руку. Я, насколько поняла, да, Анна, добрый вечер. Вы можете поднять руку, вы можете, да, и можно попрошу вас, да, Гульджан. Угу. Да, и вот здесь в чате, Анна, Да. написано потребление питьевой воды, химические загрязнения, деградация по изменению климата. Спасибо. Теперь можно Гульджан, да? Гульджан, Гульджан, пожалуйста. Гульджан, на микрофон ставь поёску. Гульджан, включите, пожалуйста, микрофон. Хорошо, тогда Чинара. Гульджан, все слышим. Гульджан, что-то вас очень плохо слышно, или у меня проблемы со связью? Да, тут что-то со связью. Попросить вас написать в чат, да? Угу. Давай напишем. Да, спасибо большое. Хорошо. Да, и там в чате еще, по-моему, 3 сообщения, да, я их не совсем вижу. Да, утрата биоразнообразия, изменение климата, землепользования, воздух, загрязнение воздуха. Да, вот я вижу только загрязнение воздуха. Да, спасибо большое. Действительно, вы оказались близки к истине, потому что вот обратите внимание, да, как на сегодняшний день человечество перешло до те или иные барьеры, границы, да, лимиты. И вот вы можете увидеть, что изменение климата, да, это действительно серьезная проблема, которая на сегодняшний день стоит перед обществом, да, и перед всеми нами. Но посмотрите, насколько сильно мы перешли границы, связанные с деградацией биоразнообразия. И вот, как вы совершенно верно отметили в чате,
что вопросы, связанные с деградацией биоразнообразия, сегодня одни из самых острых. Азотный цикл, да, то есть это то, что касается сельского хозяйства и влияния сельского хозяйства на планету, да, вот в планетарном масштабе приобретает огромный масштаб, да, и сегодня это тоже огромная проблема. Повышение кислотности океана, да, фосфатный цикл, изменение режима землепользования. Тут еще, видите, красное пока внутри зеленого круга. Но 3 барьера, как минимум, 3 границы мы перешли. И вот сегодня, так или иначе, мы с вами будем говорить не только про вопросы, связанные с изменением климата, хотя, конечно, основной фокус будет на них, но мы коснемся и вопросов, связанных с утратой биоразнообразия. И эти 2 проблемы невозможно разделить и рассматривать сугубо отдельно друг от друга. Вы узнаете почему, да, я позже вернусь к этому. Итак, вот как же сегодня видят на международном уровне, да, и вот классическое представление о том, что происходит сегодня с климатом, и почему, собственно, вот мы часто слышим: климат теплеет, да, климат разогревается, становится теплее, потепление климата и так далее. Да, хотя многие из нас на своем опыте где-то понимают, что, может быть, не всегда теплеет, где-то становится холоднее, да, и насколько это вообще, ну вот, верно, да, говорить об этом. Но сегодня речь идет о том, что вот такое представление, это классическая картинка, которая описывает, что происходит. Дело в том, что углекислый газ и другие парниковые газы, они получили название парниковые, это в том числе и метан и так далее, они образуют определенную, то есть их концентрация увеличивается в атмосфере, и вот вы видите парниковые газы, да, которые не дают солнечным лучам возвращаться обратно в космическое пространство и остаются, то есть создают эффект теплицы, да, и остаются в атмосфере планеты, таким образом разогревая планету. И вот это один из самых, ну, сегодня проблемных моментов, что концентрация углекислого газа и других парниковых газов сегодня увеличивается с катастрофической скоростью. И основную, ну, как говорят, что основная проблема, она связана с тем, что мы очень активно, мы как человечество очень активно сжигаем углеводороды. То есть это нефть, уголь, в том числе газ частично и так далее, древесные насаждения, ну, то есть все, что горит. И получается, так или иначе, это увеличивает количество углекислого газа, огромный вклад вносит также сельское хозяйство, увеличение углекислого газа и других парниковых газов. И вот наша деятельность, она приводит к тому, что очень быстро увеличивается количество СО2. Ну и, собственно, действительно, увеличивается ли температура? То есть вот споры вокруг того, что насколько увеличивается температура или она не увеличивается, и действительно является ли это последствием деятельности человека, вокруг этого шли достаточно большие научные споры. Есть в рамках Конвенции по изменению климата утверждены ряд научных органов, и в частности Межгосударственная комиссия по изменению климата. Это сугубо научный орган, который как раз буквально не так давно, да, в этом десятилетии, все-таки поставил точку в этой дискуссии и сказал о том, что да, мы можем с уверенностью говорить о том, что те изменения, которые мы сегодня наблюдаем, изменения, связанные с климатом, они действительно связаны с деятельностью человека. Вот здесь, дорогие коллеги, нам необходимо понимать, что климат и погода – это разные вещи, и нам ни в коем случае нельзя их путать. То есть погода – это то, что вот здесь и сейчас, да, а климат – это долговременное наблюдаемый ансамбль погод. Да, то есть это не погода, то, что надеть сегодня, да, или завтра, взять ли зонтик, это погода. А климат – это многолетние наблюдения за ансамблем погод в той или иной местности, на той или иной территории. Поэтому, конечно, сказать однозначно на примере собственного опыта, меняется климат или нет, достаточно сложно. Необходимо опираться на
данные науки, на данные исследований и так далее. И вот что же сегодня показывают нам данные различных исследований? Да? Они говорят, что действительно глобальная температура воздуха на планете повышается. И вот вы видите вот этот график, который как раз показывает рост. И причем рост идет достаточно ясный, яркий, и уже на 0,18 градуса за 10 лет. Вот такие темпы роста на сегодняшний день определены на планете. Вот в целом в Азии, да, эта скорость еще больше, 0,36 градуса по Цельсию за каждые 10 лет. Страны СНГ 0,45 градуса за 10 лет, а в Кыргызстане 0,24. Но, опять же, не везде происходит все равномерно. Вот если вы хотите ознакомиться более детально с тем, в каких странах и как быстро меняется температура, повышается, в частности, средняя температура, да, это тренды, статистически значимые тренды. Вот о Кыргызстане мы поговорим подробнее, но если вам интересно узнать, а что у наших соседей, что в мире, то обратите внимание на на этот источник информации, который я привожу, это сводное ежегодное сообщение о состоянии климата на территории государств-участников СНГ. Это достаточно последние данные за 2019 год. Ну и вот обратите внимание на вот эти полосы, да, то есть каждая линия – это год. 1 год. И здесь вы видите данные с 1901 по 2018 год. Если линия белая, да, светлая, то это среднестатистическая температура. Вот чем более темно-синяя линия, тем больше отклонения было в сторону холода, а чем более темно-красная, тем более средняя температура отклонялась в сторону тепла. Да? И вот вы видите, что последние десятилетия они являются самыми жаркими за весь период наблюдений. То есть, соответственно, и это по Кыргызстану. Сегодня мы понимаем, что действительно это реальность. И, скорее всего, это будет вот такая реальность, мы будем жить в ней и дальше. То есть потепление, разогрев, он будет происходить и в дальнейшем. Ну, что это значит? Конечно, на самом деле достаточно большой спектр различных явлений, да, вызывает даже такое, казалось бы, небольшое повышение температуры на 0,24 там, или на 0,36 по Азии, да, но на самом деле это ведет к колоссальным и разнообразным последствиям, связанным как с социальными вопросами, с экологическими аспектами и так далее. Вот в качестве примера я привожу данные из 3-го национального сообщения по изменению климата по Кыргызстану. Это состояние ледников в Кыргызстане на 2010 год и прогноз на 2100. Обратите внимание, как вот синим, темно-синим отмечены ледники Кыргызстана в 2010 году. И вот эти красные точечки вкрапления – это то, что мы потеряли уже к 2010 году. Прогнозно к 2100 году, вот обратите внимание на вот эти красные точки, да, то есть это фактически то, что мы потеряем. То есть к 2100 году, по прогнозам ученых, метеорологов, гидрологов, мы рискуем потерять более 80%, то есть от 80 до 90 с хвостиком процентов ледников. Что это значит? Ну, вы знаете, что Кыргызстан и Таджикистан – это водонапорные башни Центральной Азии. То есть, соответственно, от того, какое количество ледников будет на территории Кыргызстана и Таджикистана, зависит благополучие не только наших стран, но и других стран Центральной Азии, которые находятся вниз по течению. То есть, соответственно, эксперты прогнозируют, что до 2050 года с большой вероятностью будет усиливаться сток рек.
То есть повышение температуры будет влиять на то, что все больше ледники будут таять, и все большее количество воды будет со стоком уходить, значит, в реки. Но после 2050 года сток рек будет уменьшаться. И до 2100 года нехватка поливной воды будет все более и более острой проблемой для всего нашего региона. А вы знаете, что вода – это, ну, на сегодняшний день это и политический вопрос, это вопрос экономический, это вопрос социальный, да, и он имеет очень много различных сторон и последствий. Поэтому это только один из аспектов того, к чему же может привести вот те тренды, которые наблюдаются на сегодняшний день в нашей стране, ну и в Центральной Азии в целом. Каким образом это замеряется? Ну, на сегодняшний день в Кыргызстане существует достаточно разветвленная сеть гидрометеопостов, да, и вот здесь я привожу примеры, где они располагаются. Я привожу эти примеры для того, что, исходя из того, где находится ваш населенный пункт, вы можете обращаться и смотреть специфическую информацию, связанную с тем, что происходит на той территории, где вы проживаете, и каким образом, какие тренды будут так или иначе вот значимы для этой территории. Потому что вы понимаете, что страна у нас горная, и поэтому невозможно сказать, то есть, ну, невозможно замерить среднюю температуру по больнице, так и здесь невозможно сказать, что вот на всей территории Кыргызстана у нас будут везде одинаковые тренды. Тренды будут разные, да, и на сегодняшний день тоже, по крайней мере, по двум параметрам, по температуре и по влажности, наблюдаются различные тренды в различных частях нашей страны. И вот сегодня, да, я тоже буквально некоторые моменты покажу, да, что сегодня по характеру атмосферных осадков уже на этот момент существует, ну, выделяется как минимум 4 области, да, 4 района: северный, северо-западный Кыргызстан, где осадки преобладают весной, в начале лета, юго-западный, Сыкульская котловина, да, минимальные осадки в период с мая по август, и внутренний Тянь-Шань. Да. И вот давайте посмотрим, чем же грозит изменение климата в дальнейшем. Ну, так... Вот обратите внимание, да, это средняя температура приземного слоя, да, на 10 лет. И мы видим, что наиболее разогретыми частями, да, в данном случае являются территории, где проживает большее количество населения. Да, это вот Бишкек, да, это Ош, Джалабад и так далее. То есть это урбанизированные территории. И действительно, на территории населенных пунктов наблюдается наибольший рост температуры и наибольший разогрев. Да? А это значит, что будут увеличиваться волны жары, что если люди имеют те или иные заболевания, да, или сложности там, со здоровьем, с адаптацией, то, скорее всего, вот здесь эти проблемы будут усугубляться. Необходимо думать о том, каким образом адаптироваться уже сегодня, потому что, ну вот вы знаете, заметили, да, и в этом году, в прошлом году июль, июнь, да, август, достаточно жаркие месяцы. В этом году вот засуха была в Чуйской области, и это связано в том числе с наблюдаемыми изменениями. Ну вот опять же обратите внимание на вот эту карту, то есть это тоже температурные волны жары, да, то есть температурные аномалии, где у нас будет все больше и больше разогрев, и где все больше и больше будут повторяться волны жары. Соответственно, нам нужно думать о том, каким образом адаптироваться. И вот, значит, прогноз, да, что на сегодняшний день 0,23-0,24, как мы уже говорили, градуса на каждые 10 лет,
И наибольшие темпы роста температуры до 0,45, они будут приходиться на весну. То есть мы будем практически терять вот эти весенние месяцы, особенно март, потому что это месяц, где наиболее резко происходит рост температуры, март и февраль. И вот чем же это грозит? Наименьшие темпы роста температуры пока наблюдаются в июле и августе, да, но тем не менее они и так очень у нас жаркие. В декабре незначительное похолодание, и вот обратите внимание, что наибольшие темпы роста температуры во все месяцы года отмечаются в долинных зонах Чуйской, Сухульской, Джалалабадской областей, вот то, что вы видели на предыдущей карте. Ну и вот обратите внимание, как это выглядит в разрезе с одной стороны областей, а с другой стороны различных времен года. То есть вот зимние месяцы, да, незначительное потепление, да, в отдельных районах. С другой стороны весна, она наиболее активно разогревается. Да? И вот чем опасен рост температуры в феврале и в марте? Тем, что в феврале начинается таяние, да, ранее, в марте очень быстрая жаркая погода, то есть, соответственно, это лавины, это сели, и не успевает у нас еще в это время травяной покров, да, так или иначе вырасти, но при этом смывается, да, то есть для того, чтобы укреплять склоны и так далее. Да? Ну и вот лето, видите, незначительное похолодание, незначительное охлаждение, да, в определенных районах, а осенью тоже относительное, да, повышение температуры, вот в частности там город Бишкек и юг, Нарын, да, кое-где и так далее. Но для Нарына это, кстати, неплохо. И вот моя коллега Зоя Кретова, по чьим материалам я как раз готовила вот эти вот карты, она любит шутить и говорить о том, что, вы знаете, если у меня кто-то спросит, где лучше всего жить вот в рамках, в контексте изменения климата, то я, говорит, всегда говорю о том, что лучше всего у нас на территории нашей страны, да, боюсь, что и не только, жить в Нарынской области, потому что Нарынская область – это область, где будет куда более мягкий климат, да, и вместе с тем изменение климата не приведет к таким серьезным последствиям, да, изменениям именно в Нарынской области. Ну вот, так что люди, кто живет в Нарыне, дорогие коллеги, знаете, что, по крайней мере, у вас все не так уж плохо с этой точки зрения. Ну, а вот здесь, обратите внимание, приведены две карты, да, то есть вот эта карта – это карта изменения температур, да, а эта карта изменения влажности, да, и вот обратите внимание, это февраль, а это март, то есть март очень разогревается, да, то есть очень жаркий становится март и влажный, да, то есть, ну, влажный только на некоторой территории, на небольшой территории Кыргызстана. А вот февраль тоже он разогревается, но при этом он становится влажнее, да, и поэтому, смотрите, мы получаем риски селей, риски лавин, что, конечно, скорее всего, ну вот прогнозируется и также и Министерством чрезвычайных ситуаций увеличение различного рода ЧС. Особенно, кстати, это будет связано с серьезными рисками для тех зон, где деградированы пастбища, где деградированы склоны, и поэтому нам сегодня нужно уже думать по поводу того, как укрепить эти склоны, потому что, к сожалению, динамика нехорошая. Ну вот, с другой стороны, да, это летние, осенние месяцы. Лето и осень, вот даже можно начать с весны. Да? Весна, из-за того, что она разогревается сильнее, да, мы получаем последствия, связанные с тем, что гораздо раньше требуется полив. И полив, когда мы еще не привыкли поливать, да, то есть это конец марта, начало апреля уже, да,
и потребуется больше воды. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что есть увеличение влажности, но с другой стороны, вот эта влажность, она увеличивается по показателям, да, но она из-за увеличения температуры гораздо больше влажности испаряется, а соответственно земля будет гораздо быстрее иссушаться, и нам потребуется ирригация. Ну, опять же, мы вернулись к вопросу, связанному с водой, да, и с тем, как важно сегодня понимать и знать, какое огромное значение необходимо уделять вопросам доступа к поливной воде. Ну и вы знаете проблемы, связанные с тем, что, к сожалению, на сегодняшний момент женщины у нас минимально представлены на уровне принятия решений по поводу ирригации, по поводу распределения воды. Ассоциации водопользователей по последним данным включают буквально не больше 3% женщин, и то в большей степени женщины занимают такие должности, как бухгалтер, да, и только в единичных случаях из порядка 500 АВП женщины занимают управленческие позиции. Да? И к чему это ведет? К тому, что, к сожалению, распределение воды в руках одной, так скажем, группы, да, в основном мужчин. И вот это самоустранение в том числе, да, которое наблюдается вот из принятия решений на этом уровне, оно может быть очень чревато. Чревато чем? Что конкуренция за этот природный ресурс, за воду, она будет расти. И, к сожалению, она может складываться не в пользу уязвимых групп. И в данном случае мы говорим здесь не только о женщинах, но и о тех домохозяйствах, которые не имеют достаточно ресурсов, да, у которых небольшие наделы, которые находятся достаточно далеко от основных потоков и так далее. Да? То есть, к сожалению, нам нужно сегодня уже понимать о том, что необходима система принятия решений по вопросам распределения воды, но подходить к этому с точки зрения обеспечения гендерного баланса на всех уровнях. Вот теперь с точки зрения чрезвычайных ситуаций. Действительно, увеличение продолжительности волн жары, вот о которых мы говорили, волны жары – это температура больше 30 градусов, которая держится больше 3 дней, да, она будет увеличиваться с определенной, ну вот буквально практически вот этот июль, да, он был чуть ли не весь волной жары, да, и вот эти волны жары, они будут усиливаться, они будут увеличиваться, их продолжительность, да, температура будет не уменьшаться и ночью, да, ниже 20 градусов. И это, конечно, в основном касается долинных зон, касается городов, да, и населенных пунктов, которые располагаются вот в долинных зонах Чуйской и Ошской, Джалабадской областей. И здесь, конечно, необходимо говорить о том, каким образом помочь пенсионерам, которые не имеют возможности, например, там, использовать кондиционеры, детские сады, школы, ФАПы, больницы, ну, то есть смотреть с этой точки зрения. И если мы обобщим, да, ситуацию вот в рамках одного слайда, то я хотела представить вашему вниманию вот такую таблицу. У вас у всех будет моя презентация, и вы сможете более детально по ней потом проходиться и обращать внимание на разные аспекты. Да. Ну вот здесь приведены все области, фактически Чуйская, Талайская, Сыкульская, Ошская, Джалабадская и Нарынская. Да. И вот эти стрелки, они показывают изменения трендов. Да? Ну вот, например, обратите внимание, да, что если мы говорим о потреблении топливно-энергетических ресурсов, да, скорее всего, оно будет расти. И это связано не только с зимними месяцами, но и с летними, когда люди будут использовать энергию для установки кондиционеров там, и так далее. Да? Ну вот демографический сценарий, да, по всем областям мы понимаем, что население будет расти, водные ресурсы и площадь ледников, да, чаще всего, и мы уже говорили об этом, будут уменьшаться, и вот здесь по поводу речного стока до 50-го года и после. По поводу сельского хозяйства, вот в частности, то, что касается аредизации, будет расти аредизация сельского хозяйства, то есть воды будет постепенно не хватать. Урожайность зерновых культур, здесь обратите внимание, что если в Таласской и Чуйской она будет уменьшаться, то
например, в Иссык-Кульской, Нарынской, Джалабадской, Да, она на не сайте, будет на сайте на принципиально нашем, меняться. хорошо. А вот по овощным, видите, Да-да-да, я понял. другая картина. И вот вы сможете более детально познакомиться с этой картой. Единственное, я хотела обратить внимание на то, что изменение Сейчас. климата не будет нейтральным для здоровья населения. То есть Хорошо, прогнозируется давай, Володенька, рост спасибо, давай. инфекционных заболеваний, практически особенно то, что касается острых кишечных заболеваний, Хорошо, да, а Володенька. это у нас дети до 5 лет, наиболее уязвимая группа, и мужчины, потому что смертность мужчин от острых кишечных Договорились. заболеваний Сейчас выше, сделаем. чем смертность Сейчас мы возьмем женщин. друг друга И в данном на эти самые случае это места и может сделаем. привести к еще большему разрыву в средней продолжительности жизни между мужчинами и женщинами. Да? Повышение смертности населения, связанное с системой заболеваний, спровоцированных изменением климата, вы можете видеть тоже, что это будет расти. А соответственно, нагрузки, то есть любые заболевания будут так или иначе вести к тому, что увеличиваться будет нагрузка на женщин. Ну и вот откуда брать, собственно, черпать информацию, что называется, из первых рук. Здесь я специально привела вот этот сайт, и, кстати, обращайте на него внимание почаще, потому что это сайт, который создан в Я не рамках знаю, Вовка, я не смотрю, я сейчас работы записываюсь в программке с этой Кыргызгидромета, Сашкиной, да, и и мне он там говорят, там же предназначен не для очень удобно, фермеров, чтобы смотреть, иначе мы особенно все полетим для куда-то. фермеров, кто использует пастбище и так далее. И вот Не на этом смотрел, нет, не сайте смотрел, Володь. вы можете получить информацию по поводу того, что будет происходить с пастбищами, да, какая будет погода, какая будет динамика, связанная с влажностью, температурами и так далее на тех или иных пастбищах. Ага. И здесь же приведены данные по поводу вообще пастбищ Кыргызской республики и так далее. Вот необходимо тут отметить, что Кыргызгидромет также может предоставлять специализированную информацию для JAID-комитета. На периодической основе он уже на сегодняшний день предоставляет JAID-комитетам и Министерству сельского хозяйства эту информацию, но я не уверена, что Министерство сельского хозяйства распространяет ее дальше по своим сетям. Но для того, чтобы вот вы знали, что эта информация есть и ей можно пользоваться, да, что называется, из первых рук, обращайте внимание на такого рода информационные ресурсы. Ну и вот что я хотела еще отметить, да, почему, собственно, мы говорим о гендерных аспектах. Почему, собственно, мы говорим о связи гендерных... Коллеги, есть вопросы какие-то? Мунир, пожалуйста, выключите микрофон. Мунира. Мунира, выключите микрофон. Спасибо. Почему-то он у меня тоже выключился. Ну так вот, для того, чтобы продолжить тему, да, я хотела бы показать некоторые примеры связи между изменением климата и гендерными аспектами, потому что зачастую вот сейчас я просто постаралась чуть-чуть больше дать информации о том, куда будет меняться климат и что будет происходить, но теперь вот мы поговорим об этой связке. Да? Ну и, собственно, первое, мы понимаем, что изменение климата будет вести к уменьшению времени здоровой жизни, потому что будут увеличиваться те или иные заболевания. Это в первую очередь заболевания, связанные с сердечно-сосудистой системой. Это заболевания, связанные с инфекционными, различного рода инфекционными заболеваниями, острыми кишечными, заболевания, связанные с качеством питьевой воды, потому что будут увеличиваться вот различного рода загрязнители, да, питьевой воды. И вот в связи с этим число пенсионеров с болезнями оно будет расти. Профилактические оздоровительные услуги для пенсионеров на сегодняшний день никаким образом не фиксируются системой статистического комитета, поэтому мы на сегодняшний день не знаем, насколько у нас есть охват, да, такими услугами этой целевой группы.
будет увеличиваться нагрузка на первичное звено здравоохранения. Вы понимаете, что в основном это женщины, кто вовлечен именно в первичное звено здравоохранения, соответственно, ну вот как вы увидели, да, и мы все с вами были свидетелями того, что происходило во время пандемии ковид, что эти люди стояли в авангарде ответа, да, вот таким страшным вызовам, да, которые принесла нам пандемия, и, к сожалению, нам необходимо вынести уроки, да, из того, что произошло, потому что мы должны понимать, что система здравоохранения не готова сегодня к тем или иным шокам, и особенно к шокам, связанным с изменением климата, к росту, например, обращаемости по различного рода болезням, да, и так далее. Да. Вот на сегодняшний день по-прежнему в стране существует достаточно серьезное неравенство доступа к медицинским услугам, существует разрыв между селом и городом. В Нарынской области 2% населения, которые вообще не имеют доступа к медицинским услугам. И в связи с чем нагрузка на женщин будет расти. То есть чем больше пенсионеров с болезнями, а вы понимаете, что уход за пожилыми, уход за детьми – это так или иначе нагрузка на женщин, то есть вот изменение климата вот таким образом будет вести к тому, что нагрузка на женщин будет усиливаться. И в этом смысле можно сказать о том, что рост всех типов заболеваний и особенно касающихся детей и пожилых людей ведет к повышению нагрузки на женщин. Ну вот то, что касается качества окружающей среды в городах. К сожалению, качество окружающей среды в городах мы видели, что будут увеличиваться волны жары, а соответственно качество, сегодня мы тоже видим, да, что качество окружающей среды, качество воздуха в городах, оно оставляет желать лучшего. И загрязнение воздуха, к сожалению, также будет расти. То есть вот эти пылевая буря, да, вот пару дней назад была в Бишкеке. И, соответственно, вопрос, связанный с чем? С тем, что женщины, дети и пенсионеры, они менее мобильны, да, и вот эти вот места озеленения, которые будут оазисами, да, где хоть как-то можно будет, я не знаю, переждать волны жары, да, спрятаться. Вот чуть позже я покажу некоторые примеры, да, исследования, которые были проведены в городе Бишкек, и разница температуры в озелененных местах, да, и в неозелененных. Это просто огромная разница. И у женщин с детьми, в частности, и у пенсионеров тоже больше потребность в адаптации, да, потому что меньше мобильности. Вот на сегодняшний день у нас в Национальном статистическом комитете мы пока не собираем данные по владению транспортом, гендерно разделенной статистики такой нет. И использование общественного транспорта, мы понимаем, что в большей степени это маломобильные группы используют его. Да? Вот в рамках ЦУР-11 есть такой индикатор, но он международный, это доступность к зеленым зонам в пределах 500 метров. К сожалению, пока на сегодняшний день у нас он не введен в систему статотчетности, но мы надеемся, что через какой-то момент он будет введен, потому что он имеет большое значение. Мы можем иметь лес там далеко за городом, и если мы посчитаем там общую площадь, как средняя температура по больнице, это будет все хорошо. Но до этого леса могут добраться, например, только очень узкая группа людей. Вот. А необходимо, чтобы были зеленые зоны ежедневного использования, да, куда может выйти там, мама с ребенком, с коляской или пожилой человек, дойти без использования общественного транспорта. Участие в принятии решений на уровне органов местного самоуправления, тоже такой статистики пока нет, но это очень важный момент, вот о чем я начинала говорить, что вот нехватка голоса, да, то есть без того, что мы как общественность будем подталкивать различные органы принятия решений к принятию решений более человекоориентированных, более зеленых, к сожалению, мы вынуждены констатировать, что процесс будет крайне медленным. Ну и вот будет все время повышаться уязвимость женщин с детьми, пенсионеров в городах. Да? О них нам необходимо тоже думать. Ну и вот состояние природных ресурсов. Да? Как мы уже сейчас увидели, качество природных ресурсов, их количество будет
сокращаться, в частности, вода, в частности, пастбища, да, в частности, леса, к сожалению, и так далее. И это будет приводить, с одной стороны, к увеличению миграции мужчин, потому что будет происходить выдавливание тех, кто не участвует в принятии решений, потому что, ну, вы понимаете, что вот этот аспект заработка, да, он имеет большое значение. У нас сегодня очень, ну, слабо поставлена система учета мигрантов, потому что вот я смотрела несколько разных данных, и они расходятся, ну, буквально на порядке. И трудовая миграция обоих полов, она также по прогнозам будет усиливаться. Но для того, чтобы это предотвратить, да, вот опять же, с чем это связано? Это с количеством и участием женщин, молодежи и других групп в пастбищных комитетах, ассоциации водопользователей, сельские общественные объединения потребителей питьевой воды, местные кинеши. Поэтому так важно, что вот вы участвуете в этой деятельности, многие из вас депутаты местных кинешей, в системе арендаторов леса, да. Вот на сегодняшний день данных вот этих вот, ну, официальных, да, как таковых в системе Нацстаткома тоже пока нет, да. И, соответственно, это может вести к ухудшению экономического положения женщин, рост нагрузки и ухудшению положения детей, рост насилия и детского труда. То есть вот мы видим через цепочки индикаторов, как это будет влиять на положение женщин, детей и так далее. Но вот хочется отметить очень важный шаг, который был сделан в нашей стране, и я знаю, что многие из вас участвовали в этом, да, то есть была обновлена национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 30 года, национальный план действий был разработан и прошел огромное, серьезнейшее обсуждение до 23 года. И на сегодняшний день разработан, и буквально 24 сентября принят вот этот вот документ, который зеленым выделен, видите, это называется «Определяемый на национальном уровне вклад». Да? Дело в том, что вот в рамках Парижского соглашения страны пообещали, да, что вот они что-то будут делать. Я чуть позже вернусь к Ануву, но факт тот, что на сегодняшний день создается некоторая стратегическая рамка национальная по интеграции вопросов, по соотнесению гендерных и климатических вопросов. И вот буквально несколько примеров я хотела привести. Вот в частности, в приоритете 1 в НПД, в национальном плане действий, в расширении экономических возможностей была интегрирована цель 1.3 улучшение адаптации к изменению климата. И здесь есть две важные такие задачи. Это внедрение гендерного измерения в политику, да, адаптации к изменению климата и повышение потенциала по учету гендерных аспектов в условиях изменения климата. Ну и вот, собственно, первая задача, вот цель, вернее, 1.3, что она здесь предполагает. То есть, с одной стороны, это интеграция гендерных аспектов, вот это наше национальное обещание, да, УНУФ. С другой стороны, это оценка уязвимости женщин, молодежи и разных других групп к изменению климата. Потому что действительно такой оценки еще не было проведено в национальном масштабе. Гендерная экспертиза национальных и секторальных документов по изменению климата и включить не менее 30% женщин в рабочую группу при разработке планов реагирования на ЧС. Вот Министерство чрезвычайных ситуаций, оно одно из, ну, надо сказать, лидеров, да, кто так или иначе интегрирует гендерные вопросы. Но, к сожалению, сегодня мы по-прежнему еще сталкиваемся с тем, что на уровне, например, вот обучения женщин, обучения населения на территории населенных пунктов женщин остается меньшинство, да, хотя это имеет огромное значение, потому что часто мужчины там уезжают, и на женских плечах остается в том числе защита семьи в ситуации чрезвычайных ситуаций. Кроме того, мы знаем, что вот в таких в рамках ЧС часто повышается и насилие, растет насилие в отношении женщин, поэтому здесь вот вопросы реагирования, да, они имеют огромное значение. И вот это вот тоже один из моих любимых пунктов, это база данных женских традиционных знаний и лучших адаптационных практик. Я позже приведу пример, что это значит. Ну вот, как я уже говорила, что огромное обсуждение было проведено вот благодаря в том числе моим коллегам из Агентства социальных технологий.
больше 1000 человек принимали участие. И вот повышение потенциала, о чем идет речь, да? Это повышение потенциала женщин-депутатов. И действительно, то есть с одной стороны, это и вот эта стратегия, почему для меня очень важно участвовать здесь в рамках этой академии женского лидерства, но с другой стороны, как Зуля уже и сказала, в рамках проекта «Устойчивость молодежи к изменению климата» также предполагается проведение серии обучающих тренингов для женщин и молодежи депутатов местных кинешей. Поэтому я надеюсь, что у нас с вами только первый шаг взаимодействия, и мы более глубоко сможем вот дальше тоже работать. Обучение сельских СКЗ, медицинских сотрудников, сельских комитетов здоровья, медицинских сотрудников и так далее по вопросам реагирования на вызовы изменения климата. Женщин-фермеров по вопросам использования водных ресурсов, ведению сельского хозяйства в контексте изменения климата. Ну вот и так далее, да? И вот то, о чем я начала говорить, то есть это мы говорили о национальном плане действий по достижению гендерного равенства, и туда удалось интегрировать впервые вот эти вот аспекты, там были отражены, связанные с изменением климата. Но точно так же, да, впервые в определяемом на национальном уровне вот вкладе в Парижское соглашение внесены гендерные аспекты. Вот в рамках Конвенции по изменению климата страны договорились и приняли так называемое Парижское соглашение. Но основная цель этого Парижского соглашения, чтобы все страны сложили вместе усилия для того, чтобы остановить рост температуры на уровне не более 1,5 градусов. Это очень важное значение, потому что выше 1,5 градусов мы будем приходить к еще большим системным рискам. Да? На уровне 1,5 градусов мы еще сможем там как-то адаптироваться, но если рост температуры будет больше и больше, то тогда, к сожалению, вопросы адаптации будут просто несравнимо дороже, да, и количество рисков, с которыми столкнется огромное количество населения, будут просто вот на сегодняшний день очень сложно подсчитываемые. И вот все страны мира готовят свои обещания. Что они пообещают к Парижскому соглашению? Да? Насколько они снизят выбросы своих парниковых газов от сельского хозяйства, транспорта, энергетики, производства, да? Сколько будет поглощено, да, выброшенного углекислого газа, и как они будут адаптироваться. И вот Кыргызстан 24 сентября одобрил АНУФ Кыргызстана. Мы на 16% можем снизить наши выбросы парниковых газов. Это без внешней поддержки. С внешней там порядка 30 и выше. В ближайшее время этот АНУФ будет доступен, и я думаю, что мы разошлем всем, чтобы он был тоже вот у всех вас. И мы постарались интегрировать туда гендерные аспекты, не только в адаптацию, да, но и в митигацию. Митигация – это то, что касается вот смягчения последствий изменения климата. Больше информации вы можете получить на сайте Climate Hub KG, там последние новости, в том числе связанные с изменением климата. И на сегодняшний момент стартует очень важный политический процесс. Это процесс, где обязательно нужно принимать участие. Это вот этот НАП. Да? НАП – это национальный адаптационный план. То есть это план, где должны быть отражены гендерные аспекты. Да? Просто необходимо интегрировать туда чаяния вот, ваши, да, наши, чаяния молодежи, да, и чтобы голос, особенно из регионов, был услышан. Потому что, к сожалению, у нас большой разрыв между принятием решений на национальном уровне и жизнью региона. И вот нам необходимо его максимально сокращать и интегрировать, да, вот в гендерные вопросы в национальный адаптационный план. К сожалению, вот вы знаете, сегодня страны предоставили же свои АНУВы, да, так называемые, и когда подвели предварительные итоги секретариат конвенции, они сделали вывод о том, что не удается, вот те обещания, которые страны дали, не удается удержать температуру на уровне 1,5 градусов, то есть удается 2,7.
Представляете, то есть 2, это почти 3 градуса. На самом деле это катастрофично. И действительно сегодня нужно больше усилий для того, чтобы и учитывать вклад нас с вами, потому что мы тоже каждый день можем предпринимать небольшие усилия, с одной стороны для того, чтобы адаптироваться, но с другой стороны для того, чтобы вот сохранить по крайней мере, то, что у нас есть, я имею в виду окружающую среду и естественные экосистемы. Почему речь идет о естественных экосистемах? Потому что всему виной не только выбросы парниковых газов. И это только один аспект изменения климата. Планета устроена очень сложным образом. И дело в том, что вот многие миллионы лет климат так или иначе поддерживался вокруг определенных величин, да, то есть средняя температура на планете Земля колебалась вокруг плюс 15 градусов, не отходя больше, чем на 5 градусов ни в ту, ни в другую сторону. И это уникальное явление, да, стали исследовать, с чем же связано это уникальное явление, почему климат планеты так устойчив. И сделали вывод о том, что если до определенного времени, да, вот в биологии все время считалось, что жизнь адаптируется к изменяющимся условиям окружающей среды, то сегодня речь идет о том, что жизнь создает ту среду, в которой она может находиться в максимально благоприятных условиях. Да? То есть жизнь создает для себя среду, в которой она может максимально долго продолжаться. И что такое жизнь? Да? В данном случае мы же понимаем, что это такая большая абстракция, да? Но жизнь – это сложные комплексы экосистем. Причем экосистем, которые в Кыргызстане еще сохранились. Вот в частности, это леса. И знаете, мы часто понимаем, да, что достаточно посадить там много деревьев, и все будет хорошо. Нет. Очень важно сохранить леса, потому что лес – это сложный организм. Он имеет очень сложные взаимосвязи внутри вот этой системы, да, это взаимосвязи и с микроорганизмами в почве, это взаимосвязи с животными разного рода и вида растениями и так далее, да, и насекомыми. То есть и вот эта система, этот комплекс, представьте себе, для того, чтобы лесу стать зрелым, ему нужно порядка 300 лет. То есть если человеку, чтобы стать там зрелым, нужно, вот мы сейчас говорим, там 21 где-то в странах, где-то 18, да, начинают голосовать, и вот считается, что это там зрелость, где-то 16 паспорт выдают, то лесу 300 лет. И вот так легко разрушить то, что создает для нас с вами условия, необходимые для жизни. И именно леса поддерживают, с одной стороны, вот этот оптимальный состав, газовый состав атмосферы, а с другой стороны, они поддерживают климат планеты, да, в целом, и микроклимат на той или иной конкретной территории. Теорию биотической регуляции разработали Виктор Георгиевич Горшков, Анастасия Михайловна Макарьева. Я привожу здесь сайт, и вот очень приглашаю вас знакомиться с их трудами, потому что они как раз очень детально обосновывают, почему именно жизнь создает условия для жизни и почему вот зрелые леса вносят самый большой, наверное, вклад в стабилизацию климата. И в Кыргызстане вот такие зрелые леса сохранились, как и в Центральной Азии, как вот на континенте, да, Евразия. И поэтому нам крайне важно сохранить эти самые леса, потому что они, собственно, поддерживают, да, необходимые условия. Сколько лесов и сколько экосистем нужно сохранить. И как раз вот Виктор Георгиевич с коллегами, они говорят о том, что 60, вот Одумы, да, и другие ученые, они говорят, 60% территории планеты должно быть покрыто естественными экосистемами для того, чтобы этот механизм работал и для того, чтобы этот механизм поддерживал климат. Почему вопросы и проблемы изменения климата ставятся там 92-й год, вот с чего я начала, да?
Да потому что в это время человечество уже перешло вот этот барьер 60% экосистем. Почему мы с вами начали с вот этого вот круга безопасности, да, и тех планетарных границ, где вы помните вот эти красные полоски, да, изменения климата и деградация биоразнообразия? Именно поэтому. Потому что если будет деградированы экосистемы и биоразнообразие, ничто не в силах будет поддерживать благоприятный климат. Ничто. И 30% территории может быть занято сельским хозяйством, 10% урбанизированными, ну, то есть нашими с вами городами, населенными пунктами и так далее. И именно поэтому важно на территории всех аильных аймаков там, и так далее обязательно в свои стратегии развития включать блоки, связанные с сохранением естественных экосистем. Сегодня законодательство Кыргызстана дает эту возможность, в частности, закон об особо охраняемых природных территориях дает возможность создавать микрозаповедники токтомом, да, то есть просто решением местных кенешей. Это огромное счастье, это огромная победа, которая была достигнута благодаря вот нашему учителю Эмиль Джапарычу Шукурову, который вот продвигал эту идею, и удалось. Мы единственные в Центральной Азии, где есть в законодательстве эта возможность, ее надо использовать. То есть все местные кенеши имеют возможность создавать свои микрозаповедники своими указами, да, своими решениями. И вот обратите внимание, это очень важный вопрос, да, и он связан с тем, что далеко не все деревья зеленые. Да, то есть речь идет о том, что далеко не каждый лес выполняет эти функции поддержания климата. Вот здесь на этой картинке вы видите фактически зеленую пустыню. Да, это плантации эвкалипта, после которых ничего не растет. Вот в частности, в Африке, да, распространены такие бизнес-схемы, где в контексте якобы стабилизации, да, климата, поглощения углерода, то есть если мы будем фокусироваться только на парниковых газах, мы можем принимать вот такие неверные и достаточно страшные решения. То есть плантации эвкалиптов, после того, как они растут, они вытягивают всю воду из грунтов, да, и после этого на этой территории не растет ничего. То есть это фактически мертвая зона, да, зеленая пустыня. Поэтому плантации – это не леса. Леса – это не плантации. Обязательно посетите сайт Глобальной лесной коалиции, там есть информация и о Кыргызстане тоже. И это одна из организаций, которая объединяет в себе вопросы, связанные с продвижением экологической повестки, но и феминистической повестки также. Потому что Глобальная лесная коалиция считает, что без понимания, да, и без того, чтобы отдать должное место и роль женщине во всех процессах, невозможно преодолеть экологический кризис. Да, потому что те убеждения, которые сегодня на повестке дня, в том числе международных сообществ, они не дают нам пока, к сожалению, больших шансов. Потому что, как бы мы ни говорили, зеленая экономика, но она все равно строится на принципах достаточно жесткого капитализма, и она не дает возможности солидаризироваться местным группам, да, и жить без того, что вот к ним через какой-то момент приходят транснациональные корпорации, забирают их землю и так далее. Да. Ну вот очень много интересного, я рекомендую вам посещать этот сайт. Я не уверена, что у меня сейчас этот ролик включится, но если у нас будет чуть больше времени, я попрошу тогда Улана включить этот ролик. Это ролик по тому, почему нам так важно сохранять пойменные леса. Пойменные леса – это коридор жизни, да, то есть если реки – это сосуды жизни, да, то пойменные леса – это коридоры жизни. По ним жизнь мигрирует, да, до разных экосистем. По ним экосистемы соединяются друг с другом. Да, и пойменные леса, как говорил Эмиль Джапарыч Шукуров, да, вот, о котором я упоминала ранее, что дух Тугаев сопровождал кыргызов всю свою жизнь от колыбели и до смерти. И действительно, тугайные леса имеют огромное...
в контексте адаптации к изменению климата. Потому что, как я уже говорила, до 50-го года сток будет увеличиваться, и он будет нести с собой разрушительные последствия. Для того, чтобы остановить разрушительные последствия, нам необходимо укрощать эти потоки воды, да, делать их более медленными. Каким образом? Это просто замечательно делают пойменные леса, потому что они делают воду медленной, они увлажняют территории вокруг, и эти территории становятся более богатыми не только с точки зрения биоразнообразия, но и дают больше урожая, повышают плодородие почв и повышают плодородие пастбищ. Поэтому пойменные леса должны быть в стратегиях органов местного самоуправления непременно. Ну и, как я уже говорила, мы можем создавать микрозаповедники. Это дано нам право законодательством. Здесь вопрос в том, каким образом. То есть у нас, если есть определенные элементы, да, экосистем, да, части, то огораживание или вот просто буквально достаточно не пускать некоторое время скот, и вот эта зона, она восстановится, если у нас есть матричные экосистемы, то есть комплекс ненарушенных, вот в данном случае пойменных сообществ. И это большое счастье, если на вашей территории они еще сохранились. Обязательно на этой территории нужно делать микрозаповедники, потому что они позволят защитить вас, защитить аил, защитить местную общину, да, как от чрезвычайных ситуаций, так и усилить экономические эффекты и так далее. Но то, что касается озеленения населенных пунктов, конечно, я анализировала достаточно большое количество различных стратегий социально-экономического развития, и озеленение, ну, практически везде красной нитью проходит. Но, к большому сожалению, мы озеленяем неправильно. Что это значит? Очень часто, вот на примере Бишкека, да, это можно увидеть, что мы садим деревья не характерные, да, и зеленые насаждения не характерные для этой местности. Это приводит к чему? К тому, что требуется гораздо больше усилий для того, чтобы эти растения выжили, прижились и так далее. И мы садим только деревья, да, но для того, чтобы озеленить, нам необходимо создавать зеленые системы. Да, и чтобы создать зеленую систему, необходимо озеленять, создавать травяные насаждения, кустарники и деревья. Вот очень часто модные сейчас и популярные вот эти зеленые газоны. Зеленые газоны – это точно так же зеленая пустыня. Ни в коем случае нельзя использовать зеленые газоны. Хотя, конечно, они какие-то функции выполняют, как, например, они не дают почве превращаться там в пыль, да, уменьшают количество выноса почвы ветром и так далее. Но очень важно использовать различного рода разнотравья, потому что тогда это привлечет насекомых, насекомые, в свою очередь, привлекут птиц, и вы сможете создавать вот такие достаточно сложные комплексы, которые позволят защищать зеленые насаждения от различного рода вредителей. Да, потому что там будут достаточное количество и птиц, и насекомых, и так далее. Вот, и комплексное озеленение, оно более устойчиво, оно позволяет тратить меньше энергии на его поддержание в дальнейшем. Ну и вот, как я уже обещала, я хотела показать вам разницу между температурой на открытой местности, вот обратите внимание, мерили температуру на голове у этой девушки, 60 градусов на солнце. Вы представляете, то есть это легко получить солнечный удар, а в тени 36,5. Вот это нижняя картинка. Поэтому вы можете себе представить огромную разницу, да, практически в 25 градусов. И это вопросы, связанные с озеленением. Казалось бы, такие простые решения, но эти решения крайне важны, да, и хорошо, что, дай бог, чтобы эта девушка была замечательно здоровая, да, всегда и так далее. А если это человек с теми или иными проблемами со здоровьем, представьте себе, какой стресс, да, он будет переживать каждый раз, когда будет передвигаться в те или иные места, да, на территории. Ну и чем озеленять? Конечно, нужно использовать местные виды. И в Кыргызстане удивительное разнообразие местных видов, как древесных, кустарниковых, так и травянистых, которые растут
которые могут украсить любую клумбу и сделать ее аутентичной, характерной только для нашего региона. Это может привлекать туристов, это может быть местная гордость, да, и с другой стороны, это может внести вклад в сохранение редких краснокнижных видов растений. И здесь тоже я приглашаю вас на наш сайт. Вы можете скачать вот этот плакат в большом разрешении и более детально ознакомиться, какие виды растений в какой области вы можете использовать. Ну и, как я уже говорила, необходимо привлекать насекомых, потому что без насекомых вы не сможете создать системного озеленения, да, и используйте принципы естественного озеленения, которые точно так же подарены нам Эмиль Джапарычем. То есть это использование местных видов, это высокое разнообразие различных видов растений. Это необходимо такое количество зеленых насаждений, сколько территории, на которой стоят дома. Да, то есть соотносимой с площадью урбанизированных территорий, да, и 500 метров доступность. И, конечно, не использовать химические вещества для ухода за растениями и борьбы с вредителями. Сегодня это тоже достаточно большая проблема, да, потому что использование большого количества химических веществ, пестицидов и так далее, оно ведет к тому, что во многих странах мира огромной проблемой стало вымирание, например, пчел, да, и различного рода опылителей. Даже в рамках Конвенции по биоразнообразию разрабатываются специальные решения по охране опылителей. В Кыргызстане пока они есть. И наша с вами задача их сберечь, потому что они делают огромный вклад в наше с вами благосостояние, в повышение продуктивности тех или иных сельскохозяйственных растений. Конечно, необходимо озеленять территории ФАПов и школ. Ну вот Венесуэль Дже, наверное, помнит, да, и активно принимала участие в рамках этого проекта экологического движения «Биом», который назывался безопасность формирования финансовых механизмов безопасности образовательной среды. И вот здесь были разработаны также рекомендации для школ по озеленению. Но вот из всех видов озеленения, конечно, нам необходимо фокусироваться на школы, потому что перегрев будет, на ФАПы, на социальные объекты, больницы и так далее. Вот обращайте на это внимание, дорогие коллеги. Ну и, конечно, необходимо повернуться в сторону возобновляемых источников энергии. Сегодня рынок Кыргызстана уже достаточно широкий и может предложить достаточно большой спектр различного рода возобновляемых источников энергии, от достаточно простых в виде солнечных водонагревателей различного рода, да, и до фотовольтажных установок, которые сегодня тоже доступны, да, у нас на рынке. Ну, это для сельского хозяйства, обратите внимание, различного рода сушилки, которые позволяют эффективно, качественно высушить урожай и повысить тем самым его добавочную стоимость. Ну и есть ряд установок, которые можно сделать своими руками, это вот солнечные бочки и так далее. То есть необходимо, опять же, ориентироваться на то, чтобы в первую очередь повышать энергетическую безопасность ФАПов, школ, больниц и так далее. Ну и вот, как я уже затронула, да, это вопросы, связанные с традиционными знаниями, с ценностями, и женщины в данном случае достаточно большую роль играют вот в этом аспекте. Ну вот просто пример села Шабдан, где вот Батмайдже, к сожалению, ее уже нет, но она потомственный пастух, которая организовала школу для передачи своих знаний для других пастухов по устойчивому пастбищепользованию. Да. Алтын-Идже, она создала этноботанический сад при школе, в селе Шабдан, где они выращивают и сохраняют местные виды яблони, потому что сохранение местных вот реликтовых различных форм, косточковых особенно, да, вот растений на территории органов, на территории местных общин действительно тоже имеет большое значение, потому что Кыргызстан
является одним из центров происхождения культурных растений, и действительно у нас очень много тех видов, которые могут понадобиться для адаптации к изменению климата. Часто женщины выступают хранителями традиционных знаний, и по данным Кыргызпатента около 1000 единиц традиционных знаний, и большая часть из них зарегистрирована женщинами. Да, вот то, что касается как раз в том числе вопросов, связанных с использованием различных природных, ну вот, например, лекарственных трав, да, там, чаев и так далее. Поэтому, конечно, нужно регистрировать традиционные знания, да, нужно работать с Кыргызпатентом точно так же, потому что это тоже наше, ну, общее достояние. Ну и мы должны быть субъектами преобразований. Мы не должны рассматривать себя только как уязвимую группу, да, хотя действительно, к сожалению, женщины недопредставлены на уровне принятия решений, особенно по вопросам, связанным с использованием природных ресурсов. Вот, необходимо, чтобы гендерные аспекты были отражены практически желательно во всех целевых задачах и планах по адаптации к изменению климата, да, но минимальная планка – это 50%. Необходимо усиливать женское лидерство и практики для эффективного управления природными ресурсами, лесами, пастбищами, водой, да, вовлекаться в процесс принятия решений и обучать, да, женщин, потому что мы можем все, и мы можем зачастую лучше. И наши практики могут быть куда устойчивее, да, потому что мы понимаем, как мы это используем на территории наших домохозяйств. И необходимы стратегии и практики на уровне органов местных самоуправлений с учетом этих вопросов, повышать потенциал, да, женщин-фермеров, реализовывать пилотные проекты. И здесь мы тоже готовы сотрудничать с вами. У нас в рамках нашего проекта предполагается работа с 6 пилотными селами, да, где мы также будем вовлекать женщин и молодежь в реализацию этих вопросов, да, вводить критерии при кредитовании, критерии устойчивости при кредитовании женщин-фермеров в принципе, да, и, конечно, проводить широкие информационные кампании. Ну и вот в заключении я хотела, вот до того, как мы перейдем к вопросам и обсуждению, подписывайтесь на наши информационные ресурсы, это и сайт Биома, и сайт SafeEdu.kg, наши странички в Фейсбуке, Инстаграме, на Ютубе есть очень много интересных материалов.